Добрый день, уважаемые подписчики. Департамент государственных доходов снова у нас сегодня в прямом эфире. Мы рады вас всех приветствовать, кто к нам присоединился. Пока еще присоединяются, я напомню, что тема нашего сегодняшнего прямого эфира – это способы обеспечения исполнения неисполненного в срок налогового обязательства и меры принудительного взыскания налоговой задолженности. Вопросы по озвученной теме вы можете нам направлять, мы постараемся на них ответить. И с этой темой у нас выступит руководитель отдела Жикиянов Азамат Жумагазынович. Здравствуйте. Так, сегодня наша тема состоит способы обеспечения исполнения невыполненного срока налогового обязательства. Но что они заключают? Первое – это случай неисполнения налогового обязательства налогоплательщика, это в части непогашения налоговой задолженности, социальных платежей. Первое – это начисление пени. Соответственно, второе – приостановление расходных операций по банковским счетам. Третье – приостановление расходных операций по кассе при наличии кассового аппарата. И третье – это ограничение распоряжения ограниченного имущества самого должника. Необходимо здесь отметить, что способы, за исключением пени, способы это приостановления расходных операций по банковским счетам, по кассе, и ограничения применяются именно с условием налогоплательщика, то есть распределение системы риска, то есть средний и высокий риск. То есть заключается в том, что высокий риск, как правило, применяют способы за день после неисполнения налогового обязательства, а по среднему системе риска, категории рисков, есть определенные сроки. То есть необходимо отметить, что первое, допустим, рассмотрим по применению способа приостановления расходных операций по банковским счетам. В данном случае с высоким степенью риска оно применяется налогоплательщику, который категории относится к высокому, применяется за следующим днем при нарушении данного обязательства. Среднего риска применяется по истечению 10 рабочих дней. Также такая же ситуация по срокам соблюдается и при остановлении расходных операций по кассе. По способам невыполненного срока налогового обязательства также подлежат отмене в случае, если данное предприятие или налогоплательщик, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель признан банкротом со дня вынесения должника судом решения о признании его банкротом, а также после применения революционной процедуры со вступлением в законную силу данного решения суда. По системе определения риска, по применению к ним способам, мы уже сказали то, что у нас высокий уровень риска по истечении одного рабочего дня. Это применение РПРО по кассе и по банку. По четвертому способу, по ограничению распоряжения имущества, в данном случае к высокому риску также применяется по истечении одного рабочего дня, к среднему риску это по истечении 15 рабочих дней. Также необходимо отметить, что в случае применения способов это приостановление расходных операций по банковским счетам, они распределяют на все расходные операции налогоплательщика, кроме операций по уплате налогов, платежей, таможенных платежей, социальных платежей, а также по изъятию денег, на них не распространяется данное РПРО. Касательно по исполнительных документов, это в категории по возмещению вреда или же оплаты труда по исполнительным документам, или же по взысканию алиментов с должника, на них не распространяется данное РПРО. Перейдем тогда к мерам принудительного взыскания. Применение мер принудительного взыскания налоговой задолженности также производится с учетом результата системы оценки управления рисками. Необходимо отметить, что применение налогоплательщика мер взыскания предусмотрено статьей 121 Налогового кодекса. Здесь именно распределяется по высокий и средний риск. То есть необходимо отметить, что меры взыскания применяются за счет денег, находящихся на банковских счетах налогоплательщика самого, за счет его дебиторов, взыскание с банковских счетов его дебиторов при предоставлении акта взаиморасчетов. Третье, за счет реализации ограниченного распоряжения имуществом. Ну и, соответственно, четвертое, это касательно акционерного общества при выпуске дополнительных акций. Здесь именно надо сказать, что также отметить, что меры принудительного взыскания не подлежат отмене в случае тех категорий налогоплательщиков, которые при наличии задолженности
то есть признают себя несостоятельной и продают в суд на банкротство, это с момента возбуждения производства дела о банкротстве, то есть со дня вынесения определения о возбуждении данной процедуры. Также не применяется к налогоплательщикам, которые подали в суд применение реабилитационной процедуры со дня вынесения суда определения о возбуждении данной процедуры. По мерам взыскания именно остановимся давайте за счет денег касательно взыскания денег на банковских счетах налогоплательщика. То есть в случае неисполнения налоговых обязательств по уплате налоговой задолженности налоговый орган выносит инкассовое распоряжение с установленным сроки, указанного в налоговом кодексе. Это высокий риск, это категория налогоплательщика, высокий риск у них это составляет после 5 дней рабочих дней с момента получения уведомления о погашении, средним риском 20 рабочих дней с момента получения уведомления о погашении. Выставляется на все инкассовые распоряжения на все счета налогоплательщика, юридического лица или индивидуального предпринимателя. Дальнейшее второе. Взыскание с его дебиторов. То есть при неисполнении данного уведомления погашения, при наличии отсутствия денег на банковских счетах у налогоплательщика или же нехватка этих денег, налоговый орган, во-первых, налогоплательщик должен в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления представить налоговый орган списки дебиторов с подтверждением актов взаиморасчетов. В случае, если налогоплательщик не представил акты, налоговый орган имеет право выйти на налоговую проверку для подтверждения дебиторов к данному должнику. После представления списка дебиторов и актов взаиморасчетов или же акта налоговой проверки, налоговый орган выставляет уведомление дебитору. Уведомление о обращении взыскания денег с его банковских счетов в счет погашения налоговой задолженности налогоплательщика в пределах сумм дебиторской задолженности. Данное уведомление дебитор после получения данного уведомления в течение 20 дней он должен представить акт сверки с данным налогоплательщиком с должником. В случае непредоставления также налоговый орган открывает налоговую проверку для подтверждения сумм дебиторской задолженности. В случае выявления дебиторской задолженности налоговый орган после ответа по уведомлению данного уведомления в течение 5 дней выставляет инкассовое распоряжение на счета дебитора. Следующий пункт касательно мер взыскания – это взыскание за счет реализации ограниченного распоряжения имущества. То есть, как мы ранее сказали, одним из способов является ограничение, то есть вынесение решения налоговым органом, ограничение в распоряжении имущества налогоплательщика, то есть выставляется арест, обременение на все действия регистрации данного имущества должника. В последующем, после неисполнения данного решения, по истечении 10 рабочих дней налоговый орган производит акт описи данного имущества. Акт описи составляется именно при присутствии должника или должностного лица путем составления акта описи. И вот здесь касательно мер по взысканию данных за счет реализации ограничений. Налоговый инспектор или налоговые должностные лица именно производят акт описи и выносят постановление о взыскании за счет реализации ограниченного распоряжения имущества и передают уполномоченный орган, в данном случае по Казахстану это является на АО КРУА, для реализации данного имущества ограниченного. Только в пределах сумм данной задолженности на дату вынесения решения об ограничении. После реализации, соответственно, если сумма поглощает данную сумму задолженности, данная задолженность погашается путем перевода данных сумм после аукциона на лицевые счета, остаточную сумму возвращает налогоплательщик на его расчетные счета. Да, здесь еще, кстати, отметить надо, в случае реализации уполномоченным юридическим лицом, в данном случае АО КРУА, в распоряжении, на который наложен судебный арест исполнителем, сумма денег от реализации такого имущества распределяется согласно Гражданским кодексам, то есть предусмотрен Гражданский кодекс Республики Казахстан, то есть порядка очередности. В принципе, все вот эти меры. Необходимо отметить, что в случае неисполнения налоговых обязательств по уплате задолженности, налоговой задолженности или таможенной задолженности, налоговый орган вправе по истечении 4 месяцев после применения мер налоговых взысканий и способов обратиться в суд с заявлением о признании данного плательщика банкротом, то есть после 4 месяцев. И дальнейшее решение о ликвидации
взыскание это в судебном порядке будет решаться судом. Ну, в принципе, у меня все, основные моменты. Если какие-то будут вопросы. Уважаемые налогоплательщики, наш спикер закончил свое выступление. Поступил вопрос. Азамат спрашивает: при получении уведомления о дебиторской задолженности проверка или арест на счет? При получении уведомления дебиторской задолженности, то есть самим дебитором, я так понимаю, он получил в течение 20 дней, он должен именно подтвердить, или же имеется ли у него задолженность перед должником, как дебитора, то есть предоставлять акт сверки взаиморасчетов. Если же данная сумма не подтверждается, формируется проверка именно по выявлению, подтверждению, что вы являетесь дебитором данному должнику в этом случае. Если проверка подтверждается, то, соответственно, выносится в течение 5 дней инкассовое распоряжение на ваши расчетные счета, то есть на дебитора. Если не подтверждается, соответственно, никаких действий в отношении данного дебитора не делается. Ну вот по данной теме больше вопросов не было. Еще вот от одного подписчика поступил вопрос, что не 910 форма выдает ошибку. Такая проблема на сегодняшний момент, она действительно у нас по республике есть. Но вот через СОНА проходит отчетность, поэтому рекомендуем еще потом подать дополнительную финансовую налоговую отчетность, попробовать вот таким образом сделать. Потом хотелось бы мне еще всем сказать, что если кто-то сейчас, может быть, не успевает задавать вопросы, у нас сохранится этот эфир. Потом у нас на нашем инстаграме есть открыта рубрика «Задай вопросы эксперту». Там существуют вопросы, можно задать по камеральному контролю, по таможенному администрированию, по государственным услугам. Поэтому для этого там не обязательно дополнительно регистрироваться, можно анонимно зайти, задать любой вопрос. Мы в течение рабочего дня пытаемся на эти вопросы ответить. Если вопрос требует еще какого-то дополнительного изучения, значит, мы вас промежуточно уведомим и ответ вам все равно предоставим. Также свои любые вопросы вы можете задавать и в своих комментариях, и прямо направлять их тоже на Инстаграм. Кроме этого, у департамента существует WhatsApp. Все вот эти координаты и WhatsApp, и других социальных сетей, они у нас в Инстаграме также указаны, поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Тем более, учитывая, что с 5 июля у нас опять вводится карантин, органы государственных доходов тоже будут работать только в удаленном режиме. Опять же, все данные, куда можно обращаться, все телефоны, все номера электронной почты, они также указаны у нас в Инстаграме, в Фейсбуке, в Твиттере, в интернет-ресурсах департамента. Поэтому подать заявление или те госуслуги, которые реализованы в электронном виде, они будут подаваться все только в электронном виде. Те государственные услуги, которые не реализованы в электронном виде, вы их можете подать через портал электронного правительства, подав заявление в разделе обращения, либо направить на электронную почту опять в свой УГД, где вы зарегистрированы. Все адреса электронных почт, они указаны также номера телефонов. Я вот хотел добавить, касательно, сейчас много поступает звонков и обращений, касательно, после как по территории нашей республики Казахстан в связи с введением ЧП были отменены меры принудительного взыскания, это касательно РПРО, в частности, это касается индивидуальных предпринимателей в основном. Многим счета открыли в связи с получением социальной помощи, в связи с, чтобы разгрузить нагрузку на налогоплательщиков, были отменены меры касательно РПРО по кассе и по банку. В основном по банковским счетам. Необходимо отметить, что с 1 июня, так как все сроки уплаты перенесли были на 1 июня, с 1 июня автоматически по всем налогоплательщикам, имевшим задолженность до карантина, введения карантина, а это до 16-15 марта, у кого имела задолженность, автоматически будут формироваться РПРО. Также меры пойдут, способы. Это РПРО, дальше по банковским счетам, по кассе, инкассовое распоряжение, которые были ранее отменены. То есть без уведомления. То есть на ту сумму, которая была до карантина, она на них автоматически сейчас будет формироваться. Также формируется сейчас РПРО и инкассовое распоряжение. Уведомления формируются сейчас снова заново. Это только на ту пеню, которая образовалась за те периоды. То есть, если налогоплательщик имел задолженность, там 2 миллиона, например, на него пеня набежала, там 200 тысяч, на него формируется сейчас новое уведомление. Но то уведомление, которое было введено до карантина, на те 2 уведомления, на 2 миллиона тенге, допустим, на них уведомление не формируется, но РПРО
по банковской системе инкасса будет автоматически формироваться без уведомленного плательщика, чтобы это в курсе узнали, чтобы были готовы. Все, да? Вижу себя. Еще есть какие-то вопросы? Задавайте, пожалуйста, если есть вопросы именно вот по теме к нашему спикеру Казамату. По способам обеспечения неисполненного срока налогового. Вопросов пока нет. Мы всех благодарим, всех, кто к нам подключился. Спасибо вам за внимание. Еще раз говорю, что все вопросы вы можете нам направлять любым удобным для вас способом. То это WhatsApp, Instagram и также интернет. Это сайт департамента КГД Gov.kz. Всего доброго, спасибо, до свидания. Следующий прямой эфир у нас также ожидается в четверг. И тема предполагаемого эфира – это категорирование системы управления рисками. Немножко ее сегодня Азамат уже затронул. Именно как и категорирование происходит, кто к какой категории относится, это будет следующая тема нашего эфира. Спасибо, до свидания.